В эфире «Актуальное интервью». Якутия с 21 по 27 мая готовится принять участников финала 6-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» в версии World Skills Russia 2018 года в Якутске. О том, кто приедет, по каким компетенциям пройдут соревнования и что это дает молодым профессионалам в целом, мы будем говорить с заместителем министра образования и науки республики Андреем Поповым. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Спасибо, что выделили время и приехали к нам в студию. И первый вопрос: как сейчас идет подготовка к чемпионату и сколько ожидается участников и из каких регионов? Добрый день. Проведение таких подобного рода мероприятий в республике есть большой опыт. Данное мероприятие у нас было запланировано в прошлом году. Мы участвовали в ноябре месяце в конкурсе на право проведения отборочных соревнований WorldSkills Россия «Молодые профессионалы», которое проводилось в городе Москве Союзом развития молодых профессионалов WorldSkills. И по итогам данного конкурса в середине ноября прошлого года было принято решение о том, что всероссийские отборочные соревнования по 6 компетенциям пройдут в нашей республике в стенах Якутского колледжа связи и энергетики имени Петра Ивановича Дудкина. В этом году мы такое мероприятие проводим уже 4-й раз. И, конечно же, мы готовились всю зиму, и в данное время у нас уже осталось только 10 дней до начала соревнований. Уже гости съезжаются из различных регионов. Всего мы ожидаем более 300 участников, а также компатриоты, это которые сопровождают участников, и эксперты и менеджеры компетенций приедут в нашу республику. Вообще мы ожидаем приезда из 67 регионов нашей страны. А в общем и целом именно по нашей команде сборной республики, как проходит их подготовка и кто готовит членов нашей сборной? Подготовка нашей команды сборной Республики Саха-Якутия идет планомерно. Уже с осени мы определились с участниками. Окончательные участники определились в феврале, но мы в ноябре прошлого года провели свои внутренние соревнования, потом в феврале провели региональный чемпионат. В этом году региональный чемпионат у нас проводился в рекордном количестве компетенций. Было более 60 компетенций. Это 49 компетенций по молодым профессионалам, то есть это студенты наших средних образовательных учреждений, и около 20 компетенций – это возрастная категория юниоры. В целом у нас в региональном чемпионате участвовало около 500 участников, и из них мы выбрали самых лучших, которые будут представлять сборную Республики Саха-Якутия в других регионах. Потом лучшие из лучших выберутся в финал России. Вот вы сказали, что у нас не так давно прошли отборочные соревнования. Как, по вашему мнению, ребята показали себя и на каком уровне находится наша сборная? Я начну с того, что сборная Республики Саха-Якутия занимает 10-е место среди всех субъектов Российской Федерации. Это, как вы знаете, 85 субъектов по всей России. 10-е место, мы считаем, это очень хороший показатель. И мы впервые по итогам 2017 года по критериям Союза WorldSkills заняли почетное первое место среди субъектов регионов Дальневосточного федерального округа. Как проходит отбор экспертов, которые будут оценивать ребят, и много ли наших экспертов со стороны республики будет в судейской коллегии? Есть такое понятие экспертное сообщество. Когда мы начинали в 2013 году, вливаясь в это движение WorldSkills, мировой чемпионат, у нас было только 3 эксперта. Сегодняшний день у нас более 40 экспертов. Это признанные эксперты по всей России. И мы стараемся, чтобы по всем компетенциям, по всем профессиям и специальностям, которые мы учим в наших колледжах и техникумах, были менеджеры компетенций и эксперты. Уже с начала апреля по всей России также прошли отборочные соревнования для участия в финале. В связи с этим вопрос: в каких городах и по каким компетенциям принимала участие наша команда помимо республики? Опять же, проведение всероссийских отборочных соревнований, она определялась конкурсом в ноябре месяце прошлого года. И таких регионов у нас 8 регионов.
И в этих всех 8 регионах наши студенты участвуют, наши школьники участвуют. И в этом году мы участвуем по 74 компетенциям, то есть из всех более 100 компетенций, львиная доля компетенций мы участвуем. В России, и в частности в республике, есть очень много олимпиад и различных конкурсов. Чем именно WorldSkills отличается от них? И что самое главное, WorldSkills дает нашим ребятам, которые принимают участие и выезжают за пределы республики? Ну, я начну с того, что повторюсь. Мы в это движение вошли в 2013 году. И это движение WorldSkills, оно само по себе вообще в мировом таком масштабе началось с 1959 года. И отрадно, что мы уже вот в течение 5-6 лет увеличили число компетенций. И, конечно же, участие наших студентов и наших школьников в проводимых мероприятиях Союзом WorldSkills и Агентством стратегических инициатив дает очень многое. Это, во-первых, это личностный рост, это обучение наших мастеров производственного обучения, преподавателей и так далее. Как мы знаем, наша республика всегда была инициатором проведения чемпионата, и, как вы только что сказали, по компетенции именно в сфере услуг. Почему в этом году была выбрана компетенция по IT-специальности? И промышленности. И промышленности. Да, вы совершенно правы. Когда мы вот в течение 4-5 лет проводили мероприятие WorldSkills всероссийского масштаба, да, мы с 2013 года всегда проводили по блоку компетенций сферы услуг. Конечно, сфера услуг у нас самая такое подготовленная, есть у нас и призеры всероссийские, и одним из таких самых крупных показателей успеха данного блока компетенций это является в прошлом году. Наш студент Якутского торгово-экономического колледжа получил медальон в мировом чемпионате WorldSkills в городе Абу-Даби, Объединенных Арабских Эмиратах. Это очень большое достижение, и глава нашей республики Илдархан Егор Иванович Борисов лично встретился с ним и вручил именную премию Кириллину Степану. Кириллин Степан сейчас живет и учится уже дальше в высшем учебном заведении в Санкт-Петербурге и уже открывает свое дело. Это один из таких успешных примеров, когда человек со средним профессиональным образованием достиг таких крупных успехов в жизни. И когда он к нам приезжал в Якутск этой весной, мы его возили по всем нашим близлежащим техникумам, колледжам, а также он встречался с выпускниками школ, с 9-11 классами. Он как бы живой пример успешности молодого человека со средним профессиональным образованием. Соответствует ли материально-техническая база наша республиканская для проведения такого масштаба мероприятий и для среднего профессионального образования в частности? Да, конечно же, проведение таких больших мероприятий, как всероссийское отборочное соревнование по WorldSkills, требует очень больших вливаний. Я бы хотел очень поблагодарить руководство нашей республики Егора Ивановича Борисова о том, что они так хорошо относятся и поддерживают наши начинания, в частности, движение WorldSkills, молодые профессионалы. И, конечно же, мы, когда подавали заявку на проведение всероссийского отборочного чемпионата по компетенциям IT, который у нас является новым, и по компетенциям промышленности тоже новое, мы закупали оборудование, обучали мастеров, обучали экспертов. И когда к нам приезжали зимой эксперты с Москвы, с России, да, они отметили хороший уровень подготовки в части оборудования, в части экспертов, в части мастеров производственного обучения. Возвращаясь к предыдущему вопросу, почему именно IT и промышленность, можно ли сказать, что тем самым республика показывает, что именно на эти две отрасли у нас в ближайшие пару-тройку лет будет делаться упор в развитии? Да, вы совершенно правы. Когда мы проводили по компетенции сферы услуг, мы, конечно, исходили из того, что какое у нас оборудование имеется, по каким мы сильные, да? А сейчас мы исходили из того, что именно в наше время экономика нашей республики нуждается в специалистах и в профессиях и специальностях именно по компетенциям IT.
и по развитию промышленности, в частности Южной Якутии. И хотелось бы отметить, кроме того, кроме данных соревнований, мы в этом году открываем, и в прошлом году открываем новые специальности и профессии именно по этим направлениям. А возвращаясь к компетенции прошлых лет сферы услуг, можно ли сказать то, что WorldSkills как-то повлиял на развитие именно сферы услуг в Якутии? Да, конечно же, проведение такого рода больших мероприятий, она положительно сказывается в развитии отрасли. Сейчас мы в лидерах именно по блоку компетенций сферы услуг по всей России. И вот пример Кириллина Степана показывает это. Что дают подобные соревнования молодым профессионалам в республике? И из опыта прошлых лет мы можем понять, что чемпионаты профессионального мастерства всегда проходят достаточно зрелищно именно у населения. Какие еще интересные мероприятия пройдут в рамках отборочных соревнований? Ну, я еще раз хочу подчеркнуть, что нововведением этого года является это включение возрастной категории юниоры. То есть, если у нас до прошлого года участвовали только студенты средних профессиональных образовательных учреждений, техникумов, колледжей, то с этого года по всей России, да, вошла в движение молодые профессионалы возрастная категория юниоры. Это школьники 9, 10, 11 классов, которые будут участвовать в данном мероприятии. И по компетенциям IT это реверсивный инжиниринг, и по компетенциям промышленности, в геодезии у нас в этом году планируется приезд именно этой возрастной категории участников. И особенностью этого года мы в рамках деловой программы соревнований планируем очень много мероприятий. К нам приедут гости со всех субъектов Российской Федерации, приедут с агентства стратегических инициатив, приедут Союза движения WorldSkills, приедут агентства развития человеческого капитала и будут проводить лекции, будут обучать наших мастеров, преподавателей. Будут, очень обширная такая деловая программа. В рамках этого будут лекции, мастер-классы, круглые столы и так далее. И хотелось бы еще остановиться на открытии нашего соревнования. 22 мая мы планируем на площади Ленина открытие Всероссийского отборочного чемпионата WorldSkills России. Это было актуальное интервью. Спасибо за внимание. Оставайтесь на нашем канале.